Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Охотничьи угодья Якутии составляют более 62% от всей площади республики. Сегодня мы поговорим о сроках и правилах охоты в регионе, о пресечении браконьерства, а также о концепции охотничьего хозяйства в республике, принятой в конце прошлого года. Гость у нас в студии Николай Додухов, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Саха-Якутия. Николай Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала вот о чем. Какие виды охотничьих ресурсов в основном подавали заявки на разрешение в уходящем году? Ну, наши охотники прекрасно знают, что у нас основными видами являются лось, дикий северный олень, снежный баран, изюбр, медведь. Ну, это я по убывающей говорю. Косуля, кабарга. Ну, вот основные виды охотничьих животных, на которые подаются заявки. То есть преимущественно на такую так называемую крупную дичь? Да, в основном, но у нас и очень хорошая охота на водоплавающую дичь, поэтому тоже весной бывает очень много очередей. Ну вот я, насколько знаю, в этом году изменяются правила на получение охотничьих билетов. Какие основные нововведения? Ну да, постановлением правительства в закон об охоте внесены изменения. С 1 сентября этого года охотничьи билеты будут выдаваться только при сдаче охот минимума. Так, это экзамен? Да, экзамен. Охот минимум – это набор знаний и навыков охоты. Охотники должны знать правила охоты, сроки охоты, требования к безопасности охоты, ну и все, что связано с охотой, вплоть до биологии зверей и при обращении с огнестрельным оружием очень тоже будут. Будет тест от 100 до 200 вопросов будет в этом тесте, да, как бы экзамен. И он будет выложен в интернете, и все охотники, которые будут получать охотничий билет впервые или после аннулирования, которые будут получать, будут вот этот экзамен сдавать. Вы сказали, что он будет размещен в интернете. А насколько он будет объективен? Можно же, условно говоря, списать. Ну, надо, законы и правила охоты, все прописано, и поэтому по ним будут сделаны вопросы. Они и охотники должны знать все это. Хорошо, но я уверен, что идут и навстречу охотникам. Какие сегодня меры существуют по упрощению получения лицензии охотникам? У нас лицензии получают в основном в порядке жеребьевки. Мы 2 месяца с 1 апреля по 30 июня заявки собираем, а потом уже это через генератор случайных чисел 1 августа, если он рабочий день, да, в августе, первым рабочим днем сразу проводится жеребьевка. И по этой жеребьевке, кому выпало, вот те получают лицензии на копытных животных. Это в основном лось, самые вот, на которые подается заявление. Лось, косуля, зюбр, снежный баран и дикий северный олень. Николай Васильевич, а вот эта самая жеребьевка сохранится при проведении экзамена? Нет. То есть жеребьевка уходит, остается только экзамен? Нет, насчет вы другой немножко спрашиваете. Поэтому уход билет и жеребьевка – это совсем другие вещи. Все, понял. Хорошо. Давайте тогда поговорим про охотничий надзор. Вначале я упомянул, что порядка 62% территории Якутии это территория, так скажем, для охотников, для охоты. Масштабные все-таки, я думаю, мероприятия происходят по пресечению браконьерства. Что удалось сделать? Обязательно, да. У нас очень обширная территория, как вы уже сказали, 62% охотничьих угодий. Поэтому в каждом районе, в каждом улусе у нас есть комитет государственного экологического надзора. И все они на своем участке проводят обязательный федеральный охотничий надзор. Ну и у нас довольно много выявляется нарушений, поэтому мы всегда эта работа ведется очень А бывают ли злостные нарушители, браконьеры, так скажем, профессиональные? Ну, конечно, браконьеров много, поэтому и нарушения выявляются. Но с каждым годом случаев браконьерства становится меньше, потому что наказание уже не такое легкое, как уже можно лишить права на охоту
изъят охотничий билет, изъят все эти охотничьи оружия. Поэтому люди стараются правила соблюдать. Но это не может не радовать. Николай Васильевич, мы сегодня много говорим об охоте на крупную дичь. Вы сами упомянули, что еще отдельный промысел — это водоплавающий. Давайте про немножко эту сферу поговорим. Да, да. Какие-то У нас, изменения есть по срокам? одним из массовых охот является охота на водоплавающую дичь весной и осенью. Ну, в прошедшем году приняты у нас в законе Республики Саха-Якутия новые правила, чтобы в любое время можно получить разрешение на водоплавающую дичь. Вот сейчас, да, раньше, если только за месяц, когда остается месяц до охоты на водоплавающую, выдавались лицензии, а сейчас круглый год мы можем уже выдавать. Например, человек запланировал охоту куда-нибудь на северный район или центральный район, сейчас может подойти спокойно, оплатить госпошлины и получить это разрешение на охоту. Я понимаю, что еще достаточно рано для того, чтобы давать какие-то анонсы. Есть ли какие-то примерные даты того, когда в этом году охота на водоплавающую дичь откроется? Я понимаю, что май где-то. Нет, сроки есть всегда, да. Охота на водоплавающую дичь, например, с подсадной уткой у нас начинается уже с 21 апреля. Ну, и по всем районам они все разные. Нет, на подсадную одинаковые, а на другие виды охоты, да, как у нас говорится, сухая утка, нырковая утка, мы собираем со всех улусов их предложения и ставим сроки таким образом, чтобы им удобно было охотиться. Ну, на подсадную, по крайней мере, можно уже готовиться на, так скажем, конец апреля. Нет, и на другие виды тоже. Все уже можно подавать заявки. Хорошо, давайте немножко поговорим про работу инспекторов, в частности, по учету маршрутов диких животных. Сколько было проведено работы и каких видов насчитали? Ежегодно обязательно проводится зимний маршрутный учет, на основании которого устанавливаются квоты. Квоты, а у нас охотпользователей много, больше 300 охотпользователей, они тоже проводят свои учеты, зимние маршрутные учеты, есть там специальная методика, и по этой методике проводятся учеты крупных копытных животных. Вот на основании их и устанавливаются квоты. Вот так. А наши инспектора особо охраняемых природных территорий тоже проводят учеты на общедоступных угодьях и на особо охраняемых природных территориях. А вот, допустим, инспекторы, если обнаруживают в ходе мониторинга тех же условных социальных сетей, вот кто-то там съездил в район, наохотился там на зайца свыше нормы, радостно выложил это в интернет, что происходит с тем, кто нарушает определенные нормы? Такие случаи тоже есть, поэтому... Буквально на горе зайцев там стоит. Выявляются лица, которые производили охоту и на видео снимали, а потом выявляется, было ли разрешение у них на эти охотничьи ресурсы, не было, или они лишние отдали. Из этого принимается решение. А что делается с лишним? Что делается с тем, что, так скажем, лишнее у охотника? Штраф, отбирается и изымается? Конечно, штрафы идут большие. Хорошо, самое главное — это штрафы. Я думаю, лучше всего здесь помогает контролировать именно денежный вопрос. Николай Васильевич, давайте поговорим о том, еще немножко про правонарушениях. Вот, насколько я понимаю, применение световых устройств, тепловизоров и приборов ночного видения не является правонарушением. Однако есть случаи, когда недобросовестные охотники пользуются этими средствами из, так скажем, механических транспортных средств. Это уже нарушение. Немножко нестыковка получается. Мы, государственные органы, охотничьего хозяйства, против применения всех этих световых устройств, всех этих ночников, потому что зверь, он становится беспомощным. В ночное время начинают люди охотиться, и доступ очень, легкий становится. Они у людей высокопроходимые машины, дальнобойное оружие, снегоболотоходы, тепловизоры, ночники. Они все видят и могут запросто добыть беспомощное животное. То есть... Поэтому мы сейчас проводим опрос,
как относятся к этому наши охотники. В основном наши охотники относятся к этому отрицательно. Но тем не менее в охотничьих магазинах этого снаряжения Ну, пруд-пруди. да, все Значит, продается. все-таки спрос рождает предложение. В как закон говорится. надо внести какие-то изменения, да. У нас очень актуальный вопрос о том, что сроки охоты до 10 января. У нас тоже после новогодние праздники, народ же не работает, и в это время до 10 января они могут легко добыть охотничьих животных на высокопроходимых машинах, дальнобойных оружиях. В это время обычно стоит такой мороз, и животные, копытные животные выходят на открытые места. И тогда легко становится добычей охотников. Поэтому мы хотим, чтобы сроки охоты сократились, хотя бы в декабре закончили. Николай Васильевич, в заключение предлагаю поговорить о концепции охотничьего хозяйства в республике до 2035 года. Приняли ее в конце прошлого года. В чем ее суть? Да, в прошлом году по поручению главы республики мы приняли концепцию развития охотничьего хозяйства Республики Саха-Якутия до 2035 года. И у нас вообще в России есть стратегия развития охотничьего хозяйства, и мы тоже приняли концепцию. Да? Но концепция должна помочь в регулировании вопросов организации охоты, чтобы все делалось объективно, подсчет, учет, установление квоты, время охоты, сроки охоты. Вот поэтому мы еще хотим, чтобы урегулировать крупных хищников. Да? Поэтому вот, и концепция принята для того, чтобы организованно проводить охотничье хозяйство. Охотничье хозяйство тоже, это тоже, как и другое хозяйство, оно должно тоже развиваться. Да? Лишнее мы не должны убивать, например, матку, лосиху нельзя стрелять, например. Как у нас вот, в любом животноводческом хозяйстве корову, кобылу не забивают, телят, это жеребят. Поэтому мы тоже стараемся, чтобы охотничье хозяйство сохранило свои воспроизводственные возможности. Чтобы в будущем охотничьи ресурсы сохранились, и, ну, и для наших детей, потомков. Все-таки это часть наших традиционных промыслов жителей нашей республики. Николай Васильевич, я уверен, что все те меры, которые приняли, обязательно дадут свой эффект. Хочется пожелать охотникам удачной охоты и ввиду новых нововведений удачных сдачи экзаменов. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.